шайтан. В Инстаграм, если что-то выставишь, мне сразу все родственники. Кустия, Кустия. Черт. Вообще, Жен Пари звучит как какой-то француз, типа, встречайте, Жен Поль Пари. Куркума тугель, куракма. Тимасен тик кузлярым. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар сәлем, исәнмесез, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, хамин татарша үйренем. Амин Римма, хамин татарша иретем. Безнең бүгенге тема – магия и мистика татарша. Вау, Рима, супер интересная тема, и очень интересно узнать, какие слова там ты сегодня нам подготовила. Ну, давайте с самых главных слов. Татарская мистика невозможна без слова «сихр». Сихр — это колдовство, сихрще — колдун, колдунья. Дальше у нас есть волшебное слово «тылсым», что буквально означает волшебство, магия. Есть еще слово «муржиза», чтобы объяснить что-то сверхъестественное, чудо. А скажи, пожалуйста, вот я помню, что в детстве, вот как раз, знаешь, когда была волна вот этого вот интереса к магии, к волшебству, говорили «сихр-солда» или «оны сихрладылар». Что это значит? Сихрлядляр навели порчу. Еще можно сказать «бузум ясадылар». Бузум — это порча. У нас можно любую болезнь объяснить через бузум или кустию. Кустию, наверное, уже знаешь, что это такое. Прикоснуться глазом? Да, прикоснуться глазом. То есть с глаз. Кусти-дерге — это сгладить. И, наверное, еще знаешь, когда что-то хорошее, прекрасное, красивое, одно из слов восхищения у нас кустимесен, чтоб не сгладили. То есть до такой степени красиво, хоть бы не сгладили. Конечно, вообще, вот мне кажется, кустию, это вот в этой теме магия и мистика татарща, мне кажется, это ключевая тема, потому что, во-первых, есть песня «Тимасен тик кузлярым», и вообще, типа, потому что ребенок рождается, вот у нас до сих пор в Инстаграм, если что-то выставишь, мне сразу все родственники. Кустия, Кустия. Если что-то там заболел, Кустиде. Так вы лепите эти эмодзи в Инстаграме, нет? Нет, мы не лепим, безышан мы быс. Кустиюга, поэтому нас это пока обходит. Хорошо. Деламитик, продолжим. Что может чувствовать человек, который столкнулся, например, с чем-то сверхъестественным, чем-то непонятным, что можно объяснить, например, через мистику? Я вот из детства, мне кажется, это главное чувство обычно, это страх. Да, это страх. Курку, ягни без куркабас, мин куркам. А скажи, пожалуйста, а у такой специи, как куркума, тюркское происхождение, типа? Куркума, не бойся. Куракма. Ну, почти похоже. Куркума тугель, куракма. Яхша. Чем нас пугали с самого детства? Ну вот я помню, что это, конечно, всякие шайтанар, всякие духи. Ты же спрашиваешь, имеешь в виду из татарской мифологии, да? Естественно, я про наше воспитание, вот каких персонажей использовали, чтобы нас напугать. Конечно же, только в воспитательных целях. Да, это шайтан, джиннер, джинны. И самый, конечно, большой антагонист, Люцифер, или как там его еще могут назвать, это Иблис. Иблис — это наш самый темный, самый злой персонаж. Вот я не помню, что меня пугали Иблис, но Джиннер и Шайтан точно были. И Джиннер, вот я что потом еще осознал, что джин для меня никогда не было как джин, да, то есть я не ставил между этими словами знак равенства почему-то в детстве, когда воспринимал. И Джиннер для меня это были просто какие-то вот, там, не знаю, черти, там, духи какие-то. Ну, это вот просто из моего личного восприятия этого слова. И почему-то это не так сильно пугает в детстве, потому что еще сильного человека могут назвать джинлекши, то есть джин яляшкан, в него вселился джин, поэтому он такой сильный. И могут это использовать в качестве прозвища к имени человека, поэтому, например, джиннов я не особо боялась, хотя, наверное, стоило бы, потому что в народе очень много на эту тему всяких поверий, всяких поговорок. А еще нас начал пугать еще этот Габдулла Тукай, хотя сам говорил «Жен пари тип сляшляр исклярдан колгану». Вообще «Жен пари» звучит как какой-то француз, типа «Встречайте, Жен Поль Пари» там. То есть про Джина Перри рассказы — это все старье, чему нельзя верить. А сам нам оставил такие сказки, как Суанаса, Шурале. Это тоже мифические наши персонажи, которых мы, наверное, начинаем бояться с тех пор, когда впервые слышим эти поэмы, эти сказки. И туда же у нас убар, упырь по-русски, туда же всякие духи, то есть Йорт Яси,
мунча иясы, бичура. Всякие духи, которые отвечают за какую-то локацию, оберегают эту локацию. Китапхана иясы, театр иясы. Дұрыс ма? Локация? Вау. Наверное, есть в театрах тоже свои эти духи. Никогда об этом не думала. Смотри, у меня такой, тоже момент есть по поводу этого, что у нас вот есть ребенок, и первое, с чем мы с какими-то татарскими сказками его знакомим, это Шурале и Суанас, и получается оба по факту такие мистические ужастики. Вот, и біздің Молай, он реально азряк курка, Суанасындан, Шураледен, и, получается, у него есть страхи от татарских персонажей. Естественно, изначально это, наверное, задумывалось только в воспитательных целях, чтобы ребенок один не ходил в лес, не убегал там к водоему. К реке. Угу. И не воровал. Не воровал, да. То есть воспитательная составляющая тут присутствует. Другой вопрос, что для некоторых это может быть основанием для тревожности, основанием для каких-то фобий. И, кстати, вот Римма тоже про Иялер, я тоже интересно, вот ты сейчас рассказала же, да, что, получается, есть какие-то исламские существа, вот джин, иблис, шайтан, а есть, получается, вот какой-то доисламский период был, и оттуда, видимо, пришли все эти Иялер. И мне было интересно то, что в Зулейха открывает глаза, там тоже был этот момент, что она относила какие-то там, какое-то дело, минимальное там жертвоприношение, не в плане там кого-то резала, там какие-то конфеты, по-моему, оставляла, каким-то иялерге, там духом леса, еще что-то, правильно же я помню? Да, карьесная, урманьесная, то есть это те самые духи, которые занимают какую-то локацию, отвечают за него и помогают или, наоборот, мешают человеку, в зависимости от того, как человек себя поведет по отношению к этим духам, к этой местности тоже. У татар это почему-то, боюсь сказать органично, но вписывается даже в мусульманское мировоззрение, и почему-то вот эти два взгляда, вот это вот доисламское и исламское, до сих пор уживаются параллельно. Человек может верить и в Аллаха, и во всякие вот эти духи. И сколько бы ни запрещалось, например, какие-то гадания, какие-то колдовские деяния, человек все равно верит. Вот во все это сверхъестественное, идет к гадалкам, ясновидящим, и пытается узнать что-то про свое будущее или, наоборот, про свое прошлое. Прекрасное вот это слово «багуща» от глагола «бак», смотри, «багуща» — это тот, кто занимается вот как раз вот этими гаданиями, или ясновидящий, который может предсказать судьбу человека. У татар есть даже пословица «багущага барма, башыңа бәлә алма». Не ходи к гадалке, не бери беду на свою голову. Если у народа есть спрос на такие услуги. Есть у нас сихарщиляр, есть у нас экстрасенслар, хамбашкалар. И про то, что мы вот сейчас говорили, кустью, слово очень популярное в обиходе, бозом, порча, и сихаралу, то, что ты говорил, кши сихар алган. Сихар тиген. То есть то, о чем не принято говорить в приличном обществе, но все равно народ в это верит. И так уж получается, что если человек не видит стабильности, не верит завтрашнему дню, не располагает какими-то понятными вещами, чтобы спрогнозировать себе будущее, он идет вот к таким альтернативам. Он спрашивает, что будет завтра, уже не у экспертов, которые могут подсказать, что там будет с инфляцией, а вот к таким товарищам, которые ищут не совсем традиционные пути, чтобы предсказывать человеку его завтрашний день. Ешул, казганочка шулай. Айнур, давай сейчас с тобой обсудим, во что мы верили в детстве, какие у нас были какие-то страшилки, но на татарском, чтобы закрепить сегодняшний материал. Мәсәлән, безгә әйтәләр иде, өстәл артында аяк селкетеп утырма, шайтан чакырасың. Сездә нинди сүзләр бар иде? Бик якын. Менә мин хәтерлим, миңа әйтәләр иде, менә шүп калдырсаң кайдадыр, я су тамчыларын кайдадыр калдырсаң, суны шәл брызгать итсәң, шул җиргә шайтан килә, җеннәр киләләр. Шуңа күрә бөтен җирдә чиста булырга тиеш. Һәм минемчә, менә без соңгы тапкыр сөйләштек бит чисталык турында, менә бездә татарларда ул чисталык культы менә шул куркудан килгән, чөнки без шайтанлардан, җеннәрдән куркып, бөтен нәрсәне чистотуда
чиста тоттак. Әйе, шубку булса, джиннар ялашадилар. Давай посмотрим с тобой слово разбрызгивать. Брызгать итсең. Мында кулланырга була шәшрәтсәң деген сүзне. Шәшрәту, разбрызгивание. Как раз у Тукая, кстати, в поэме «Суанасы» он начинает со слов «суда изям», «шәшрәтәм», «уйным», «башым белән суны сүзәм». То есть «шәшрәтәм», брызгаю каплями воды. Угу. На этом на сегодня все. Давайте повторим все слова, которые мы сегодня вспоминали. Сихар — колдовство, тылсым — волшебство, мағжиза — сверхъестественное, чудо, сихарше — колдун, колдунья, бозом — порча, кустью — сглаз, багуще — ясновидящее, джин — джин, шайтан — черт, иблис — дьявол, юртиясе — домовой, курку — страх. И вот последнее слово «шәшрәтәм» — разбрызгиваю. На этом все. Больше можете узнать в наших социальных сетях, в Инстаграме, в Телеграме и, конечно же, на YouTube-канале. Да, подписывайтесь на наши соцсети, учите татарский в легком ежедневном формате. Если это видеоформат, все ссылки в описании. А с вами были ведущие Айда подкаста Римма. Айнур. Сау булыгыз, уңышлар, бер нәрсәдән курыкмагыз. Тылсымлы яллар сезгә. Сау булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.